Мне кажется, то, что Булат Тимирбаевич очень такой творческий, интересный человек. И надеюсь, то, что сегодня будет все интересно, так скажем, весело. Раньше никогда не встречался с кинорежиссерами, и хотелось бы немножко узнать о киноиндустрии. Ну, хотелось бы узнать, какой он человек, с другой стороны его увидеть, его мировоззрение. А ваш портрет когда-нибудь рисовали? Портрет никогда не рисовали. Поэтому для меня это будет вдвойне волнительно. Что же получится? Я не думаю, что я какие-то вопросы боюсь, но мне интересно их отражение через их восприятие меня, какой же будет рисунок. Он будет прекрасный или ужасный. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Булат Тимирбаевич. Меня зовут Айзеля. И для начала я бы хотела вас ознакомить с нашими правилами. Мы задаем вам разные вопросы, а вы должны ответить. И потом вы можете выбрать себе понравившийся портрет. Как ваше настроение? Очень хорошее. Спасибо большое. Каким было ваше детство? Очень непростой вопрос, потому что его в 2 минуты не уложишь в ответ. Детство было советское. То есть я жил в Советском Союзе, родился в 1973 году, 15 сентября. Жили мы в Хрущевке, в Уфе, на улице проспект Октября, 43/4. И детство было очень доброе, очень красивое, и оно было очень насыщенное. Я занимался спортом, занимался большим теннисом, занимался дзюдо, очень любили хоккей, поэтому жизнь была в детстве очень добрая, красивая и интересная. С какого возраста вы себя помните? Я думаю, что с лет, наверное, с 3-5. Когда я ходил в ясли, и когда меня в яслях однажды не пришли за мной поздно вечером, я помню этот момент эмоциональный. Видимо, это и стало первой точкой, когда я помню свое детство. Спасибо. А какие сказки вам читала мама? Такого стандартного детства, когда мама с книжкой читает сказки, такого не было, конечно. Потому что мама много работала, папа тоже очень много трудился. Читала бабушка. То есть у нас бабушка приезжала нас смотреть из деревни и рассказывала башкирские сказки. Я уж сейчас не помню, но эти сказки, которые, в общем-то, у нее был перстень всегда, такой, он пах всегда медом. Помню, что рука ее, запах ее перстня, и эти сказки на меня всегда отразились. Какой-то добротой, какой-то нежностью. Чем для вас пахнет детство? Детство пахнет парным молоком. Для меня, как для городского жителя, который привык молоко покупать в бутылках в магазине, для меня это всегда было каким-то впечатлением в деревне вечером, когда, приходит стадо, и в деревенском доме наконец-то появляется такое парное молоко. Детство, оно с каким-то таким белым парным молоком, запахом молока почему-то у меня ассоциируется. А кого же вы больше боялись, маму или папу? Маму больше боялся, потому что папа, как сегодня говорят, был очень демократичным человеком. Он никогда не ругал меня, никогда нас, в общем-то, не воспитывал. А мама была очень строгая. И до сих пор меня мама очень крепко контролирует. Ну и, конечно, все наказания были чисто словесные. А у вас были обиды на родителей? Возможно, это были какие-то эмоциональные реакции на какую-то, возможно, несправедливость. Но такая, чтобы обида была, чтобы я ее в себе носил, чтобы я как-то из нее делал какие-то выводы и, исходя из этих обид, выстраивал свои отношения с родителями, конечно, нет. Не бывает в жизни без обид, без конфликтов, без каких-то сложных взаимоотношений. Обид не было.
То есть я только родителям благодарен за то, что они меня воспитали, за то, что они подарили мне жизнь. И я только благодарен своей маме, своему папе за то, что вот я сегодня такой, какой есть, благодаря им. А вы помните свои драки с дворовыми ребятишками? Помню, конечно. И такие вещи, наверное, очень тяжело забыть, потому что когда ты вступаешь в какую-то жизнь, взаимоотношения с своими подростками, ты в любом случае, у тебя возникают конфликты. Вот. И, в общем-то, драки были во дворе, были в школе. Но они были не такие, чтобы, вот, понимаете, опять-таки в современном понимании драка, да, с какими-то там ужасными сценами. То есть это была какая-то там потасовка, может быть, небольшая кровь из носа, но все это было достаточно, ну, как бы молодые все дерутся. Вот. Без драк, к сожалению, может, к счастью, детство не проходит. И вас за это наказывали? Нет, мои родители просто не знали. Они иногда видели синяки, и я говорил, что вот ударился об какую-нибудь дверь, там, да, то есть, в общем-то, я думаю, что они принимали все и не усиливали вот эту внутреннюю, может быть, мою драму в тот момент тем, чтобы вот это обсуждать как-то, выносить на какой-то сложный какой-то психологический уровень разговора. Я думаю, что в этом плане у них было очень мудрое отношение к тому, что не педалировать на этих проблемах. И, в общем-то, они остались простым опытом какой-то жизненной истории. Вы часто обманывали своих родителей? Редко. То есть, если это было, то, наверное, я даже не помню. Ну, может быть, что-то связанное со школой, может быть, то, что я там почему-то получил двойку, объясняя это, что не я виноват, к примеру, да, а учитель тебя неправильно понял. То есть, я думаю, что такого обмана, такого вот намеренного, да, обмана у меня никогда не было. В общем, я скрывал какие-то вещи, которые могут расстроить родителей. Тяжело быть сыном самого известного поэта? Вы знаете, известность, она очень тяжело дается и очень сложно приходит. Поэтому и дети не должны пользоваться вот этими якобы вот такими успехами родителей, нельзя перекладывать на себя. Поэтому я никогда не пользовался известностью своего папы, народного поэта Тимира Юсупова. Я никогда не говорил, что я сын поэта. Это абсолютно папина история была, как он жил. И у меня абсолютно своя история. У меня нету понятия сын известного поэта. Вот. И папа всегда меня так и воспитывал. То есть он всегда относился ко мне как к самостоятельной творческой личности, а я относился к нему как к самостоятельному творческому человеку. Если кто-то будет связывать мое имя с моим отцом, мне будет только приятно, конечно. Кто вас толкнул в творчество кинематографа? Или вы сами определили свою судьбу? Очень тоже непростой вопрос, что толкнуло. Или кто толкнул, да? То есть здесь, видимо, сработал момент, как бы мне хотелось не идти по проторенной тропинке, и открывалась киностудия «Башкортостан» в 90-м году, и набирался курс для того, чтобы учиться в Москве. Я не знал, что такое ВГИК, только там понимал, что это, оказывается, целая галактика кинематограф. И учась у своих мастеров, смотря, как мои однокурсники что-то придумывают, зная, что у меня папа творческий человек, особого выбора вот в жизни заниматься творчеством или не творчеством у меня не было. Просто единственное, чем можно было интересно заниматься тогда, это вот, наверное, для меня было снимать кино. Взять камеру, кино я снимал на пленку. Это такая 35-миллиметровая такая пленочка. Я тот динозавр, который снимал вот на такие большие бобины. Понимаете? Когда у меня сын пришел и увидел дома вот эти коробки из-под пленки, он мне сказал: пап, что это такое? Я понял, что насколько я древний в плане кино, потому что сейчас уже цифровые технологии не нужны. Эти яуфы, пленки огромнейшие, да. А сегодняшние возможности, когда
ты можешь на фотоаппарат снять кино, просто вы не представляете, как было тогда сложно снять кино. Потому что «Стеклянный пассажир» я снимал в Уфе, проявлял пленку в Москве, а озвучивал фильм в Екатеринбурге. А премьеру делал в Доме актеров. То есть довести картину технологически до завершения было очень сложно. Фестивалей не было таковых, да. Картины показывались очень редко. Поэтому сегодняшние возможности для меня технологические, я считаю, что это просто фантастика. Спасибо. Пожалуйста. Хотел сказать что подтолкнуло, рассказал про фотоаппарат, да? Что тоже важно. Такого вот стандартного детства, когда мама с книжкой читает сказки, вот такого не было, конечно. Читала бабушка, рука ее, запах ее перстня, и вот эти сказки на меня всегда отразились. Я никогда не говорил, что я сын поэта. Это абсолютно папина история была, как он жил, и у меня абсолютно своя история. А что для вас кино? Кинематограф для меня – это инструмент, через который я разговариваю со зрителем. Я отражаю свое представление об этом мире, об их проблемах через кинематограф, через экран. А вы любите пересматривать свои фильмы? Я не люблю пересматривать свои фильмы. Я не люблю их смотреть в зрительном зале. И для меня я поразился, когда Сакуров в Уфу приезжал, и посмотрел свою картину среди зрителей, посмотрел свой фильм. Я уже не помню, как картина называлась, но он так с удовольствием смотрел. Я ему этот вопрос не задал, но я лично, это моя субъективная точка зрения, я свои фильмы смотреть не могу. Просто потому, что я знаю, что здесь есть те ошибки, которые я опять допустил. И жизнь такая штука, что тебе хочется вернуться обратно, исправить, но ты уже исправить ничего не можешь. И это самая сложная история, когда надо от картины отказаться и двигаться к новой картине. Это разрывание пуповины, очень для меня лично это всегда эмоционально очень. Я очень переживаю, потому что я знаю, что теперь в этой картине я уже ничего не исправлю. Теперь зрители будут доедать немножечко пересоленный суп или немножечко недоваренную котлету. Для меня это всегда больная тема, поэтому картины свои я смотреть не люблю. А по какому принципу вы выбираете себе актеров? На сегодняшний момент по принципу занятости в театрах. Потому что актеры все заняты в театрах, у них у всех настолько плотные графики. Я шучу, конечно. Я выбираю по принципу, есть требования к роли, и исходя из требований внешних, ты смотришь, насколько он, во-первых, внешне подходит, во-вторых, насколько он может эмоционально передать переживания внутренние персонажа, которые описаны в сценарии. Эти два требования основных для меня принципиально. И третье требование – это, прежде всего, человек должен быть хорошим и порядочным. Потому что киносъемка – это всегда не стандартные условия. Либо льет дождь, либо какая-то проблема с техникой, либо один из партнеров опаздывает на съемку, и мы не можем снимать что-то. Поэтому здесь очень важно, чтобы человек был порядочным, понимал сложность кинопроизводства. И если в театре можно заменить артиста, то в кино не заменишь. Тебе надо переснимать всю картину. Поэтому здесь, когда режиссер подписывает свое соглашение с актером, он очень от него зависит. От его настроения, от его графиков. Поэтому здесь масса критериев в выборе присутствует. Конечно же, 3 критерия. Это роль, это талант и человеческое отношение. А о чем была ваша первая картина «Стеклянный пассажир»? Ах, если бы я знал о чем. Знаете, я шучу. Картина была о том... вообще очень сложный был период, 96-й год. Если вы помните это... Вы это не помните, я неправильно говорю. Это был как раз развал Советского Союза. И мы как раз Россия выбирала вообще свою жизнь. И мы были в таком творческом вакууме, потому что советская кинематография, которая была великой кинематографией в мировом контексте, она перестала существовать. И, в общем-то, нужно было выбирать, по какому пути идти. И я, как творческий человек, тоже выбирал путь.
И я искал, и для меня было... в то время я был увлечен новой французской волной. Это Годар, Трюфо, такие вот режиссеры великолепные. И я снял картину «Стеклянный пассажир» в стиле новой французской волны. То есть если у тебя нет своего языка или своей какой-то еще четко темы, режиссер как бы начинает делать под стиль какой-то. Вы тоже, когда учитесь рисовать, повторяете какие-то великие шедевры. Поэтому я сделал картину о художнике, о писателе молодом, который пытается найти свое место в жизни. Вот это об этом картина. И который как бы не может выбрать между чувствами, между профессией, между друзьями. Вот такое сложное состояние человека. Мне кажется, передано в моей первой картине «Стеклянный пассажир». В фильме «Визит» маму Рудольфа Нуриева играла Тансулпан Бабич. Она правда мама вашей жены? Она правда мама моей жены. Не тяжело работать с тещей? У нас нет, вот понимаете, какая ситуация? Видимо, настолько вот культура сегодня, восприятие понятий, как вот мама жены, это такая теща страшная. Настолько мы подвержены вот этим каким-то предрассудкам. Мне кажется, что у меня очень отличная, очень умная, замечательная теща, с которой интересно работать, с которой интересно сотрудничать творчески. Мы, кстати, делали картину сейчас, называется «Бабич». Историческое кино. Выиграли грант главы республики. И вот все лето, с февраля по октябрь, по 17 октября мы снимали картину о Шахзаде Бабиче. И вот художественным руководителем там выступила Тансулпан Дагиевна Бабичева. Поэтому мы не только «Визит» вместе сделали, еще и полнометражную картину, в которой она очень правильно, очень тонко помогала, подсказывала и направляла меня как режиссера вот на многие интересные идеи. Поэтому мне повезло как с женой, мне повезло так и с тещей. Поэтому здесь у меня двойная удача. А кого вы считаете самой красивой и талантливой актрисой, кроме жены? Такого не может быть. Ну почему? Может быть, наверное, да. Вы знаете, я вот такими категориями даже у меня не мыслю. Да, вот самые красивые, самые талантливые. Актеров очень много. Актрис талантливых, ну, просто действительно много у нас в республике. Я работал на фильме «Наган» с артистом Иваном Кокориным. Это артист, который снимался в «9-й роте». Мы отлично с ним друзья, и он вот на фоне наших артистов, ну, он ничем не был лучше. Наши артисты, наши актрисы не менее талантливые, не менее успешные вот в какой-то своей работе. Поэтому я для себя открыл, что вот просто наши артисты не раскрученные, мало снимаются, к сожалению. Они безумно талантливы. Вот возьмешь любой театр, там всегда есть своеобразные, разнохарактерные, интересные актеры, вот которых просто нужно снимать и снимать и снимать. Для меня большое счастье было работать с разными артистами. И вот на фильме «Бабич», на фильме «Наган» мы работали с актерами, с Латыповым, с Володей Латыповым, Догадовым, с Колей Рихтером работали, с Григорием Николаевым. Замечательные артисты. Из молодежного театра потрясающий артист Ильгиз Тагиров, потрясающий артист Рамзит Сальманов, Радмир Абдулин. То есть вот действительно вот будущее в культуре, я думаю, что и с точки зрения восприятия зрителей, это, вот они будут задавать в будущем тон, это я уверен. А что сложнее, придумать название фильма либо сюжет? Я думаю, что, наверное, название. Потому что вот назвать емко одним словом, это для меня всегда очень сложно. И первое, что происходит, зритель воспринимает, не видя картину, он слышит название картины. То есть он ее воспринимает на слух. Да? Поэтому назвать картину правильно, это, я считаю, что очень много. Сюжеты придумывать интереснее, потому что в сюжетах есть много критериев, есть антигерои, есть там, любовная какая-то линия, да? Есть какие-то взаимоотношения с другими персонажами, сложности. Придумывать даже интересно сюжет. Вот название, вот поверьте, для меня всегда было сложно придумать. Да. У вас есть своя школа телевидения?
Я основал в 2009 году киношколу, собственно. И я вот, кстати, за лучший рисунок я принес подарить свою книжку, называется «Как снять свое кино». Вот она была написана мной. И по этой книге, вот по этой технологии, как снимать фильмы, снято в моей киношколе 165 любительских фильмов. И для меня киношкола была очень ценна тем, что она мне помогла самообразовываться. Самое интересное, что очередной раз объясняя своему ученику или клиенту, что такое тема или что такое история, что такое сюжет, ты снова учишься, повторение мать учения, ты учишься, что такое драматургия, что такое монтаж, да, как делать режиссерский проект. Поэтому киношкола, как ни странно, помогла больше мне. Хотя мы сняли очень много картин и провели 2 фестиваля кинозрения. И я очень благодарен киношколе. И многие ученики с моей киношколы работают сегодня в кинокомпании, являются моими помощниками, ассистентами, снимают также фильмы. И киношкола для меня очень ценный этап. Мы ее бережем, сохраняем и хотим, чтобы любой желающий мог, если снять свое кино, у него было это право. Потому что сегодня учиться очень дорого. В Авгике, я вот опять повторяюсь, год обучения стоит 300 тысяч рублей. Современному человеку это очень сложно потянуть. Вы когда-нибудь жалели, то, что стали режиссером? Никогда не жалел, что стал режиссером. Никогда, видимо, не пожалею, потому что вообще жалость о прошлом – это не очень правильное, ну, как скажем, состояние. Это уже такое своего рода замешательство. Поэтому я не жалею, что я стал режиссером. Более того, я очень рад. И всегда горжусь, и всегда говорю, какой же ты молодец, что ты все-таки снимаешь фильмы. В то время я был увлечен новой французской волной. Это Годар, Трюфо, такие вот режиссеры великолепные. Я отражаю свое представление об этом мире, об их проблемах через кинематограф, через экран. Это вот самая сложная история, когда надо от картины отказаться и двигаться к новой картине. Для меня это всегда больная тема, поэтому картины свои я смотреть не люблю. А как зовут вашего сына и что обозначает его имя? Дауд означает «возлюбленный Богом». Дауд его зовут, имя Дауд, Давид. А в честь кого вы его назвали? Не было такого прям в честь кого-то назвать. Да? Вот было имя такое, которое пришло на ум там, нескольким сразу моим родственникам, и я согласился с этим. Потому что мне Дауд имя нравится, оно красивое. В работе часто советуюсь со своей женой? Очень часто, потому что супруга моя, Рушана Бабич, она действительно разбирается в искусстве, разбирается в актерских работах. И очень часто делюсь какими-то идеями с Рушаной. Я говорю, Рушана, вот у меня есть такая история, или вот такая ситуация с артистом. И Рушана очень, потому что она не внедрена в эту систему кинематографическую, и она как-то более, мне кажется, спокойно может оценить какие-то положительные вещи и отрицательные. И я очень часто советуюсь с Рушаной, и, в общем-то, даже многих артистов, которые утверждаются на роли, они проходят через собеседование с моей супругой. В картине, к примеру, «Визит» Лауру Кесаян нашла как раз Рушана Бабич. Я понимал, что мне нужна вот актриса, с которой вот действительно у нее будет какая-то иностранная черта. Конечно, Дину Абдельхамид может сыграть и наша актриса, и Рушана Бабич, но в данном случае требовалась вот какая-то вот восточность. И Рушана сказала, что есть Лаура Кесаян, и я с ней связался. Очень многие роли я советуюсь со своей супругой. А правда, что фильм «Визит» основан на реальных событиях? Это правда. Рассказал мне эту историю Явдат Искужин, человек, который участвовал как раз в том мероприятии, когда приезжала королева Иордании. И мы с ним очень случайно познакомились во дворе, недалеко от дома родителей, и мы с ним подружились. Потом я уехал в Москву и как раз увидел, в 90-м году снимали как раз про Нуриева историю, и как раз тогда Явдат Галеевич рассказывал ее. Он был тогда немного моложе, и я удивился, что это он. Я приехал в Уфу обратно и сказал, что я хочу об этом написать сценарий. И буквально за месяц я написал сценарий, показал ему, он его одобрил. И после этого этот материал творческий, он просто был материалом в моей киношколе. То есть по этому сценарию учились
мои клиенты. А в 2013 году я просто пришел к министру и сказал, у меня есть отличная история, чтобы ознаменовать 75-летие Нуриева, я бы хотел бы снять. Их очень заинтересовала эта история всех, в министерстве, везде. Я с ней бегал. И, слава богу, она получила поддержку. И получила грант. Я на базе киностудии вот как раз снял кино. Счастье – это когда ты по собственному сценарию снимаешь фильмы. У меня очень редко такое бывало, чтобы я часто снимаю по чужим сценариям. А тут я по собственному сценарию снял кино. И для меня это тоже очень интересный опыт. А где вы познакомились со своей будущей женой? Познакомились мы на площадке такой, там разные артисты, студенты, и мы с ней начали спорить так открыто, что лучше классика или авангард. Так как я такой любитель всего нового, я говорил, что важно вот авангард, важны новые формы. А Рушана вот в этом споре меня очень хорошо уделала, что классика лучше, что классика важнее. У меня первая реакция была отрицательная, а потом мой автор сценария Айдар Акманов предложил, смотри, вот есть актриса, которая для «Стеклянного пассажира» может подойти, Рушана Бабич. Я наперво отрицательно говорил, ну как так, актриса, которая тебя, так сказать, уделала при всех, еще будет у тебя сниматься. Но тем не менее, мы с ней познакомились на пробах, и у нас появился вначале творческий какой-то интерес работать вместе, и потом у нас уже возникли чувства, и мы уже как бы уже вместе с 95-го года мы уже как вместе общаемся, и уже как муж и жена. Вы сразу влюбились в нее? Ну, так скажем честно, сразу. Были ли у вас такие случаи, когда хотелось все бросить? Конечно, были. И они часто возникают, это нормально. Жизнь, она такая штука, что ты постоянно сталкиваешься с проблемами, что ну вот этих сложностей ты не предполагал это 100% в жизни, потому что любой человек думает, что он проживет жизнь очень успешную, легкую, и все будут ему аплодировать при каждой встрече. Но, к сожалению, все наоборот. Такое количество проблем сваливается на любого человека, что очень важно не опускать руки. Очень важно терпеть и стоять до последнего. Вот я современной молодежи, может быть, это и посоветовал бы, чтобы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не опускать руки. Потому что если ты опустил эти руки, то потом подниматься будет еще сложнее. И многие будут знать, что ты уже один раз опустил руки, и с тобой могут уже не иметь дела. Поэтому в любом случае стойте до конца. Какой должна быть женщина, чтобы вам понравиться? Ну, знаете, я человек женатый. Вот. И у меня есть супруга, я ее очень люблю. И вот как бы меня лично вот таких вопросов нету. Мне вообще женщина нравится. То есть любая женщина, она красива, прекрасна. И я считаю, что сегодняшнее качество у женщин должно быть, прежде всего, это рассчитывать на собственные силы. Если женщина красивая, но у нее, извиняюсь, она ничего в жизни не умеет, то она мне никогда не понравится. А вы когда-нибудь прыгали с парашютом? Я никогда не прыгал с парашюта и никогда не прыгнул. Боитесь? Боюсь. Да? Как вы относитесь к критике в свой адрес? Понимаете, у нас нету критики, вот именно умной. У нас есть оскорбления, которые часто выдаются за какой-то творческий анализ. Мне кажется, что критиков серьезных в области кинематографии мало. Практически их нету. Если бы это была критика действительно разбора, анализа фильма, его разложения на положительные стороны, отрицательные, на именно системный подход, она бы мне была бы очень полезна. Я бы ее использовал для дальнейшего развития. Но когда не критикуют, а когда просто делают какие-то замечания, которые основаны на личной неприязни, что часто бывает, конечно, я к этому отношусь отрицательно. И мне кажется, что это не критика, это просто какая-то зависть. А как отнесся к фильму «Долго-долго детство» автор одноименной повести Мустай Карим? Очень хороший вопрос. Тем более в 2019 году будет столетие Мустафы Сафича. У нас с Мустафой Сафичем были очень теплые, дружеские отношения.
И когда снимал эту картину, я задумал как большую такую эпохальную картину о том периоде. Но возможности, которые обладала киностудия тогда, и технические, и технологические, и финансовые, и человеческого ресурса было настолько недостаточно, что мне приходилось картину за картиной, сцену за сценой делать компромиссы. Ну, к примеру, сцена Марагима и Акюндуз ночная. Ну, просто не было у нас такой техники, чтобы снимать ночные сцены. Моя самая главная ошибка это была то, что я не рассчитал именно возможности с теми задачами, которые я ставил. И я старался делать картину вот по тем ситуациям, я пытался выкручиваться уже. И Мустафа Савич понимал все сложности, что при тех возможностях, которые я имел тогда, я сделал максимально все, что как режиссер мог. Но я надеюсь, что я еще вернусь к инсценировкам, к экранизации произведений Мустафы Карима. Будь вы на нашем месте, какой бы вопрос вы задали себе? Вам? Себе. Себе? Где найти эмоциональную энергию для того, чтобы жить и побеждать? Самый главный вопрос в том, что когда человек молодой, он очень открытый и очень эмоционально веселый. Но с возрастом происходит очень много ситуаций, когда эмоциональное состояние очень часто усложняется. И мне кажется, что самая главная хитрость мира, в том числе, найти вот этот вот ключик, когда ты эмоционально всегда очень открыт, когда у тебя эмоционально есть, ты заполнен. Мне кажется, что это очень важный вопрос для меня сегодня. Сняв 2 картины за 2 года, конечно, я эмоционально немножко истощился, и мне очень нужно много эмоциональных сегодня восприятий с тем, чтобы двигаться дальше. По-вашему, счастье какого цвета? Я помню, у меня был случай, когда я лежал в детском садике, а в окне я смотрел на небо. И мой папа с моей сестрой Гульбазир, они заглянули в таких соломенных шляпах, меня подняли, и мы убежали купаться на пляж Затон. То есть вот счастье, оно вот когда тебе из неба выглядывает твой папа на тебя и улыбается на тебя. Для меня это счастье. Счастье – это когда ты по собственному сценарию снимаешь фильм. Мне повезло как с женой, мне повезло так и с тещей. Поэтому здесь у меня двойная удача. Я современной молодежи, может быть, это и посоветовал бы, чтобы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не опускать руки. Спасибо вам большое за передачу, за искренний ответ. Спасибо вам. Влад Тимирбаевич, спасибо, что пришли на нашу передачу. Нам очень понравилась наша беседа. Эта встреча была не только очень интересной, но и очень полезной для нас. Спасибо вам. Спасибо вам большое за ваши действительно интересные вопросы. Они неформальные, и они действительно вас интересуют. Я думаю, что если я какую-то пользу принес своими ответами к вам, и как-то я буду очень рад и счастлив. А сейчас можете посмотреть наши портреты. С удовольствием. Давайте. С кого начать? Давайте с меня. Такое ощущение, что очень молод. Ты меня видишь очень молодым, да? Таким еще студентом в ГИКа, который верит, что все будет хорошо. Мне кажется, что очень интересный портрет, потому что мне хотелось бы таким внутренне оставаться всегда. Если честно, было страшно задавать некоторые вопросы, потому что он такой человек деловой. И я очень рада, что познакомилась именно с ним. И хочу сказать большое спасибо ему за все. Вот Эльвир меня увидел, мне кажется, немножко с таким осунувшимся и с кучей проблем, да, которые глаза такие передают драматизм режиссера перед каким-то, не знаю, творческим проектом. На своем портрете я изобразил его как мудрого, решительного и талантливого человека. Друзья меня нарисовал вот прямолинейно, глядя вперед. Мне кажется, что это тоже немножко отвечает моему характеру. Я никогда не прячу взгляд, я всегда иду напролом. У него прям есть свое мнение, свой характер, он прям прямолинейный. Он никогда не молчит, он выскажет свое мнение, такой вот интересный, творческий человек.
Так, Вильдан мне нарисовал немножко, мне кажется, что в таком гротескном виде, да, немножко с элементом юмора. И мне кажется, что брови здесь очень такие активно говорят о моем остром взгляде. Этот человек имеет свою точку зрения, как бы мысли у него совсем другие. Алсу сделала меня таким объемным, таким вот прям нюансом многие видны, и таким немножко романтичным, глядящий на жизнь очень так, с какой-то лирикой, да? Поэтому у Алсу было очень много вопросов про женщин, про девушек и так далее. Я считаю, что я очень много узнала о кинематографии. В своем портрете я постаралась изобразить его как творческую личность, как режиссера. Я считаю, что его советы и ответы будут нам как путеводитель. Ну вот, я так понимаю, что это уже портрет Булата Юсупова годам эдак 60, когда он уже Да. опытом такой, да, наполненный, да, то есть суровый взгляд, я бы сказал. Может, даже в какой-то степени он рассказывает о том, что я действительно в каких-то вопросах вот, стараюсь принимать жесткие решения. Булат Тимирбаевич нам очень понравился. Он очень искренне отвечал на вопросы. В портрете я его изобразил, как я его вижу, его внутренний мир. Прошу никого не обижаться. У меня вот сейчас выбор идет вот между этой работой, между этой и между вот романтикой. Либо романтика, либо прямолинейность, либо юность и... Давайте я возьму, знаете, прямолинейность. Мне кажется, что это вот самое то, что взгляд, который, мне кажется, отражает мою настоящую жизненную позицию. Так, я хотел бы подарить эту книжку вам. Это книга, которая, может быть, вам поможет в будущем снять свое первое кино. Я думаю, что всем будет интересно ее посмотреть. На основе этой книги многие читают и снимают свои фильмы. Спасибо. Огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Вам спасибо. Не обижайтесь, пожалуйста, что вы сами, вы все талантливые, ребят. И всегда в жизни вас кто-то будет выбирать. И часто в жизни будет вас не выбирать. Это тоже хорошо. Иногда лучше бы тебя не выбирали. Почему? Ну, потому что иногда вас выбирают, а лучше бы не выбирали, потому что не всегда те, кто выбирают, лучшие. Я очень обрадовалась, что он выбрал именно мой портрет. Такое счастье и получить такую книгу. Дети очень интересные, очень искренне добрые, очень ранимые. Я очень хочу, чтобы у них получилась жизнь успешная, потому что с таким взглядом на жизнь, конечно же, будет непросто. Вот. Современная жизнь, она очень как бы жестче, очень двойственна порой. Поэтому я желаю им прежде всего состояться и быть успешными творческими людьми или успешными людьми вообще по жизни.